Академия наук Республики Саха совместно с Ботаническим садом и с Институтом биологических проблем крилитозоны решила реализовать один очень серьезный проект, который позволит нам сформировать что-то близкое к образцовому оформлению городской среды и ее благоустройства за счет озеленения. И тоже прекрасно может быть у нас применено в озеленении. И если мы с вами смотрели, тот боярышник у нас уже цвел, то этот еще только в бутонах. Тот самый участок размножения, где мы и получаем наши растения. Здесь вот мы видим и сирени, и ели, и барбарисы я вижу, жимолость вижу. То есть именно здесь мы размножением занимаемся. Высеваем, пересаживаем, черенкуем. И вот тут и еще другие. Вот эти вот все короба, это все предназначены именно для этого. Видите, они как раз начали распускать свои вот эти почечки, вот эта красота. И вот на том круге, вот мне чему нравится, они начинают вот выпускать вот эти на всех ветках, а поскольку мы обрезаем, у них боковых ветвей очень много, да, и они очень здорово смотрятся. Прямо такие. Это разные сорта, это коллекция сирени, да, но видно еще, что они, некоторые виды пострадали от зимы, их нужно будет обрезку проводить, они просыпаются позднее, предположим. Вот этот сорт, он проснулся раньше, а остальные, вот, допустим, еще только в стадии так, просыпания. Значит, мы проводим обрезку, размножаем сирени и тоже продаем. И тоже не могут участвовать в озеленении. Прекрасно себя чувствуют, в общем-то, при нормальном уходе. Это у нас коллекция сирени. Вот у нас цветение начинается. Цветение продолжается около недели, 6-7 дней. Сирени, они разные. Вот тут фиолетового цвета. И аромат у них очень прекрасный. А вот тут есть старые, прошлогодние. Вот видите, семена уже вот тут посыпались. Вообще сирени, они тоже высокие, от 1,5 до 2 метров высоты. А вот это у нас, это сирень какая, то есть спирея какая? Шелковистая. Это шелковистая сирень, спирея. Она тоже очень красивая. Она здесь обрезанная ведь, да? В прошлом году была обрезанная. Да. И поэтому не видно. У нее будут потом свисания вот этих ветвей до самого пола, до самой земли. И все это будет вот в таких цветах. Таких прелестных цветах. Это спирень шелковистая. А вот сейчас мы вам покажем спирею среднюю. Это у нас уже спирея средняя. Посмотрите, она выглядит по-другому. Более приземистый кустик, более пышное цветение, потому что она начинает цветение раньше, чем спирея шелковистая. На сколько дней примерно это? На 2 дня. На 2-3 дня, да? Ну, может, до недели, в зависимости от погодных условий. Но посмотрите, какая красота. Можно иметь и спирею среднюю, спирею шелковистую. И у вас будет продлеваться постоянно вот этот фактор цветения. Сколько цветет? Цветение, ну, практически 3-4 раза за лето. Ну, может быть, это... Потом, да. Ну да, это просто если брать полностью куст, то может начинать, допустим, цветение здесь. Это наша яблоня ягодная.
великолепное растение, которое везде может расти. Смотрите, оно в стадии бутонизации, и уже бутончики окрашены в верхние лепестки в розовый цвет. Это значит, что скоро это распустится. И опять-таки, у нас, поскольку везде по ботаническому саду посажено яблоня ягодное, и вы сможете там даже увидеть отдельно огороженный яблоневый сад, который мы заложили в честь 50-летия ботанического сада, да? И это просто, опять-таки, белая восхитительная кипень. Просто, ну, японцы отмечают цветение сакуры, а мы отмечаем цветение яблони. Тоже очень красиво и очень красиво. Великолепное растение, зимостойкое. Вообще, говорить о пользе. Мы, допустим, проводили анализы биохимические на содержание витаминов, которые сохраняются в замороженных плодах. Эти анализы биохимические брали яблоки, которые покупали в магазинах. Так вот, наши вот эти вот яблочки были по содержанию витаминов в лучшем состоянии и больше содержали витаминов, чем покупные плоды. Так что это такой кладезь, это можно варить варенье, можно из этих плодов, можно их замораживать, можно ставить наливку, вино делать, просто есть их так вот замороженными. Они великолепны, эти плоды. Но красота это, конечно, вообще неописуемая. Так что вот, я на что хочу обратить ваше внимание. Вот смотрите, это обыкновенная ель. Ель, которая везде у нас в Якутии произрастает. Она дает вот такие вот новые побеги. И если вы будете формировать свое растение, то есть обрезать его, да, не давать расти верхушки, будут появляться большое количество боковых побегов. И в результате вы можете создать вот такую изгородь, которая растет у нас в ботаническом саду. Это вот у нас черенки, точнее не черенки, а посевы вишни песчаной. Видите, вот у нас они проснулись, уже дали листочки. И вот это вот мы потом просто высадим на открытое пространство на определенное. И у нас получается вишневый сад. В Якутии вполне можно выращивать вишневый сад, прямо по Чехову вишневый сад. Ну, сантиметров 50 высотой, но у них очень длинные побеги. Они до 2 метров, 2,5 распространяются. Поэтому если люди садят вот вишню, мы всегда говорим, что одно растение от другого должно быть, по крайней мере, на 3,5 метра. Ой, она плодоносит, она великолепно цветет, красивые белые цветы у нее. По вкусу мы вот ведем отбор, кстати говоря. У нас есть вот здесь вот, да, конечно, вот здесь вот высажена вишня, которая из отбора. То есть мы отбираем по вкусу, по мякоти, чтобы косточка была как можно меньше, да. И вот такие вот уже отобранные сеянцы как бы получаем. Эти сеянцы уже внесут в себе те самые качества, которые нам нужны. Лиана практически в Якутии. Это княжик сибирский. Видели наверняка в лесах, особенно где-то загущено. Прямо все увивается, увивается. Она цветет практически целое лето. Вот такие фиолеты, потом желтенькие будут развиваться. А у нас есть еще и другие здесь формы и сорта. У нас очень хорошо себе показал княжик, то есть это уже не княжик, а ломонос, вообще это ломонос, да? Вот. И охотский, но это редкий вид, у него фиолетовые цветы. А вот уже солнце, тепло, и появляются вот такие вот сначала побеги, потом вот такие вот цветы. И целое лето. Да. Это моя вот красавица, черемуха, называется сорт «Черный блеск». Это гибрид между смородиной, черемухой обыкновенной и черемухой вирджинской. Она цветет вот такими вот розовыми цветками. Люди думают, что это сирень. А это не сирень, это самая настоящая черемуха. У нее очень красивые, гладкие, круглые, такие блестящие, очаровательные плоды, которые тоже очень вкусные. И, ну, вообще иметь такую черемуху – это просто красота. И она может расти. У нее, конечно, есть недостаток. У нее, видите, довольно разряжена крона, да? То есть я вот вас прекрасно вижу за нее. А у нашей настоящей черемухи, себе обыкновенной, у нее не видно ничего, потому что настолько густая крона. Здесь крона разряжена. Но вот это вот обилие, эта красота цветения, мне кажется, стоит того, чтобы ее иметь тоже где-нибудь. И запах великолепный, да. Вот. И еще у нее вот эти вот листья, они, видите, такой с красноватым оттенком. А в конце сезона, где-то начиная с конца июля, они становятся темно-вишневыми.
А это вот яблоня краснолистная. Она тоже у нас прижилась, да, она подмерзает немного, но обрезая ее и постоянно за ней ухаживая, можно тоже иметь очень красивое растение у себя в саду или же на скверах, где-то на наших улицах, парках. Так, редко, конечно, но очень красиво. У нас питомник сортов жимолости. Здесь более 8 сортов. Они здесь такие вот рядами представлены. В основном тут новосибирские, потом алтайские сорта. Великолепная вообще ягода. Ее нужно иметь на каждом абсолютно участке. Здесь мы покусно собираем урожай и изучаем. А вот на противоположной стороне у нас та же самая жимолость, но она сидит, видите, свободно, не закрыта. Это мы закрываем от птиц. Поэтому такой каркас у нас, да, скоро будем пленкой все это обтягивать, то есть не пленкой, а сеткой, чтобы птицы не пожирали. А вот здесь свободная. Мы смотрим разницу. Сколько же не покрывает свою жимолость, мог знать, сколько же у него останется. И разница существенная, конечно. Здесь мы с одного куста можем собирать до 2,5, может быть, даже 3 килограмм ягоды, да. А здесь 500-700 грамм. Ну, иногда бывает, когда птица не успеет, мы вперед нее. Это всегда такая прямо, ну, проблема, и что ли, или боль такая. Я не понимаю, как можно взять, выкорчевать хорошее, красивое дерево, пусть это даже ива, да, и вместо нее посадить действительно 10-15 сантиметров какого-то другого растения, пусть оно даже будет самых благородных кровей, там яблоня, сирень, хоть что. Вот это вот отношение меня вообще всегда убивает. Я вот опять-таки не понимаю, почему действительно на Западе у нас сохраняются все эти растения. Одиночное стоит растение, так его дорога обходит. Вот есть такие известные фотографии. А у нас не мешают ничему. Вот строили 8-ю школу. Точнее, не строили, а вот место, где 8-я школа. Там, значит, сначала убрали здание, хотя, ну, это ладно, я не буду судить, я не технический работник, как бы не могу судить. Осталась растительность. Остались эти деревья, в основном это, конечно, ивы, но были там и березы. И вот в один прекрасный день, или не прекрасный день, просто пришел бульдозер и прямо под нож убрал вот эти все растения. Это многолетние растения. В этой 8-й школе училось моих 3 поколения. Я училась, мой сын учился, мой муж учился, его брат, который старше его на 11 лет. Мы все учились в этой 8-й школе. Ну, и все... Деревьям 50 лет примерно, да? Да. Вот этим вот деревьям столько лет. И там постоянно делались какие-то подсадки, все это делалось. И вот одним моментом все это было уничтожено. Оставили сначала одну иву, ну и ее потом в конце концов убили. Я считаю, что это самое настоящее убийство. А если вспоминать раньше, у нас площадь Ленина была просто засажена, точнее, березами. У них ствол был примерно 15 сантиметров в диаметре. Да? Нет, тоже убрали, заасфальтировали, ничего не посадили. Вот голая стоит площадь Ленина у нас. Что же касается вот современных, вот сегодняшних посадок, ну, я понимаю вот это вот стремление, чтобы было унифицировано, чтобы было там хорошо, красиво, и поэтому якобы принимаются решения, что земля должна находиться вровень с асфальтом. То есть никаких не должно быть ни бордюров, ничего. Тогда вопрос, а чем будут питаться вот эти вот деревья, которые высаживаются туда? Им же совершенно нету никакой земли. Почему люди делают бордюры, поднимают их над землей и засыпают землей, делают короба? Да потому это делается, что туда земля плодородная посылается, и в результате в этой земле можно хоть сколько-то расти какие-то корни, развиваться, вырастать растения. Все-таки не надо забывать, что у нас вечная мерзлота, и эта вечная мерзлота, корни отнюдь ее не приветствуют, чтобы так уж хорошо там размножаться. Вот. И что получается? Вот сейчас взяли, а люди уже у нас все-таки многие организации имеют какие-то зеленые насаждения. И эти насаждения раньше были огражены какими-то бордюрами. И в результате там была земля. А сейчас что происходит? Взяли, асфальтировали все полностью и дорожки, асфальтировали там велосипедные дорожки. Все это сделали, поставили красивые чугунные черные такие, я не знаю, оградки, что ли. Но эти оградки ни за что не удержат землю. И
И в результате та земля, которая была на палисадниках, она срезана на нет. И получается, что корни тех деревьев, которые еще остались, они все вывалились наружу. Вот эта вот история, она в академии, видно, вот палисадники академии. В нашем институте, посмотрите, то же самое происходит. Дальше можно, если пройти по проспекту, это все тоже увидеть. Теперь, что касается, вот вообще анонсировалось, что проспект у нас будет благоухать прямо рябинами, сиренями, ели будут высажены везде. Черемуха, все это, акации будут. Но вот я вот не понимаю, как можно было заключить договор, допустим, на посадку сиреней вдоль автострады. Проспект Ленина – это автострада, как бы там ни было. Ну, может, не такая оживленная, но, тем не менее, тоже загазованность, все это есть. И вот высаживаются сирени. Для того, чтобы сирень хорошо прижилась, ей нужно, по крайней мере, лет 5. Да? Это должно быть уже сформированное, симпатичное, хорошее растение, которое не затопчут ни люди, ни велосипедисты, никто. Так как бордюров ограждения нет, то, естественно, кто хочет, то и может проехать там. Вот. И 5-5-летнее растение, вот это высаживается в такие агрессивные условия. Агрессивные условия у нас не только потому, что у нас задымленность, загазованность, вот это вся. Агрессивные условия из-за того, что наше солнце палит напропалую, нет никакой защиты совершенно, нет травяного покрова. Более того, берут еще, делают вот эти каменные бордюры. Ой, я тут парк культуры и отдыха, отвлекусь немножечко, посмотрела. Там сосны закатаны в асфальт. Можете себе представить? А как они влагу будут получать? Они, не знаю я, как они будут влагу получать. И вот получается что вот эти вот деревья, которые были высажены, предположим, они просто стоят голые, несчастные, у них нету ни лунок. Ну, может быть, земля там делалась. Но опять-таки, если эту землю, где были посажены вот эти современные деревни, вот сейчасшние, не готовили, а что значит готовить? Это нужно вынуть прежний грунт, это по крайней мере, на 50-70 сантиметров, положить туда плодородный грунт и уже потом высаживать. Ну да, подсыпалась, конечно, какая-то земля, это понятное дело. Но я сама лично наблюдала, как были сделаны посадки весной прошлого года, и как эти посадки погибали. И в результате что мы видим сейчас? Вот то, что сейчас растет на улице, это в основном не посадки культурные, а это растения, которые были вывезены из природы, выкопаны и высажены. Вот и посмотрите, мы все время говорим о сохранности природы, о сохранности деревьев, и в то же время вокруг города вот этот зеленый пояс, он все сужается и сужается, потому что выкапывает и выкапывает. И если уже даже как бы специалисты начинают такую вот деятельность по выкапыванию, где-то берут из природы и выкапывают взамен погибших, ну, это совсем нехорошо. Я всегда говорила и буду говорить, что необходимы питомники для растений древесных. Да, это затратно, но это прибыльно, это окупаемо и это правильно. Вот так нужно делать. Ну, вот так.